По каждому адресу конкретная работа должна быть. Кто, чего и как получил. Обустройство жителей оползневой зоны Малгобека и вынужденных переселенцев из Чеченской Республики обсудили на совещании в Магасе. Партийный проект «Село России» направлен на то, чтобы решить эту ситуацию и сделать так, чтобы возродить старую добрую культуру ведения сельского хозяйства. Единороссы взялись поднять престиж профессий на селе. Выводим аграрную политику на новый уровень. Проект «Российское село» в действии. С удовольствием потратила эти часы. Я поднялась наверх, походила, посмотрела, побеседовала. Пригласили в гости меня даже. «Экспресс Кавказ» – тур, который впечатлил не одну сотню туристов. Что больше всего запомнилось путешественникам, расскажет Амина Бокова. Видишь, как аккуратно? Вот такие широкие делать нельзя. Так, теперь вот это. Сначала коряки, ну а затем каллиграфический навык. Как в образовательном центре Магаса при новой школе обучают потенциальных первоклашек. Здесь суровые парни готовятся к бою. В селе Мужичи проходят сборы файтеров. Глубокушт. Впереди битва в горах. Добрый вечер. Это новости 24. Иназбек Евкуров принял генерал-майора Руслана Дзейтова. Руководитель региона поинтересовался службой и учебой генерала военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Первый курс которого он окончил на отлично. Глава Ингушетии пожелал ему успеха в службе на благо Родины. Он считает, что пройти путь от рядового солдата до генерал-майора – достойный пример для ингушской молодежи. В свою очередь Дзейтов выразил признательность ингушскому лидеру за оказанное внимание и теплые слова в свой адрес. Юнусбек Бамдгиревич интересовался процессом прохождения моей учебы. Я ему доложил, что успешно окончил первый курс Академии Генерального штаба, перешел на второй курс. После отпуска в сентябре месяце меня ожидает войсковая стажировка. Я в определенной должности ее буду проходить. Обустройство жителей оползневой зоны Малгобека и вынужденных переселенцев из Чеченской Республики обсудили на совещании в Магасе. При поддержке федерального центра обе программы успешно реализуются в регионе уже не первый год. Кстати, из списков исключены почти 200 семей. За подлинностью документов следит специальная комиссия. Подробности в репортаже Юсупа Гелисханова. Более 1100 переселено и около 500 семей ждут своей очереди. В Малгобекском районе продолжается масштабное переселение жителей из оползневой зоны района. Для контроля за ходом распределения квартир создана специальная комиссия. О ее работе рассказал глава города Малгобек Шарпудин Мамилов. Количество семей граждан, подлежащих переселению, составило 436 семей. В том числе это 47 семей, отказывающихся от переселения. По итогам проведенной работы также выявлено 31 семья граждан, это ранее обслуженные 95 год, 2003 год, и проживающие в оползневой зоне, не включенные в сводный список жителей оползневой зоны. Имея, тем не менее, на руках все правоустанавливающие документы. Руководитель региона подчеркнул, что нужно учитывать опыт прошлых лет и проводить жеребьевку квартир еще до начала строительства самого объекта. Тогда люди действительно смогут уже следить за ходом строительства своего жилья. Глава муниципального образования Малгобекский муниципальный район Адам Тичоев сообщил, что за период с 2008 по 2013 годы из оползневой зоны сельского поселения Вознесенское Малгобекского муниципального района переселена 421 семья. Администрации Малгобекского муниципального района обеспечен снос всех ранее обслуженных домовладений с привлечением специальной строительной техники. С того списка, который после первой очереди был, исключено 25 семей и 95 человек из состава семей. И вот оставшиеся 233 семьи необходимо переселить. Глава Ингушетии отметил, что по каждому адресу нужно провести конкретную работу, в том числе выявить причины, по которым люди не хотят переселяться. Необходимо людям объяснять опасность проживания в оползневой зоне. По каждому адресу конкретная работа должна быть. Кто, чего и как получил, если уже обслужен один раз, или два раза, три раза. Так, для того, сколько у вас отказников?
У нас, Юнусбек Мухаммадович, было их примерно год назад чуть более 80, стало, потом мы эту работу с ними проводили, их снизилось до 31, сейчас 27. 27 Пока отказников. 27, да. Теперь отдельный план по работе с отказниками. Во-первых, по адресам, по всем направлениям, с прокурором пообщайтесь, что закон здесь говорит. Хотят они переселять, не хотят, это одно дело, это ополземая зона, программа есть государственная, она работает. И что закон говорит, да? Кроме того, вся эта территория будет передана Ассоциации пчеловодов, где уже осенью планируется посадить медоносные кустарники и деревья. Мы там создаем, там медоносные деревья сажаем, укрепляем эту почву, и эта территория переходит под Ассоциацию пчеловодов. Они там здесь собираются, и пасеки устанавливают не стационарные, а сезонные. На сезонном где свои площадки определяют, пасеки и так далее, работают там в этом направлении. О жилищном обустройстве вынужденных переселенцев из Чеченской Республики в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» на 2010-2016 годы доложил заместитель председателя правительства Республики Магомед Гогиев. Так, всего по программе вынужденных переселенцев построено 1439 квартир. Всего с начала работы комиссии в результате проверки учетных дел исключено 184 семьи. По материалам комиссии возбуждено 10 уголовных дел. Всего, уважаемый Юрий, уважаемые коллеги, всего по программе вынужденных переселенцев построено 1439 квартир. Из них в Яндере 599, в Назране 840 квартир. В сельском поселении Яндере 597 квартир выдано вынужденным переселенцам Чеченской Республики. Вот они все, как вы давали указания. Значит, флешка в электронном виде, база, все есть. Каждый человек посчитан, чтобы повторно не было. Значит, и 2 квартиры по вашему указанию ветеранам, помните, тыла и ветеранам войны, там женщины были. 2 квартиры. Вот 599 квартир вот здесь. Значит, город Назрань будет построено 840 квартир, из них выдано 516 квартир, 324 квартиры осталось. 840 квартир. 516 выдано квартир, 324 осталось. Глава Ингушетии резюмировал, что все нуждающиеся в жилье люди должны его получить. Он дал указание тщательно проверять списки вынужденных переселенцев, чтобы именно та категория граждан, которая не имеет своего жилья, могла его получить. Юсуп Гелисханов, Новости 24. Проверить благоустройство домов, дворов и скверов Ингушетии выехал первый вице-премьер Багаудин Аздоев. Зампред проинспектировал Малгобек. Город воинской славы вошел в федеральную программу. На его, так сказать, реставрацию выделены средства из бюджета страны. Как преобразились общественно значимые городские пространства страны, расскажет Светлана Томова. Изменения при въезде в Малгобек в глаза бросаются сразу. По центральной улице Базоркина укладывает тротуар протяженностью свыше 500 метров. Первый вице-премьер Багаудин Аздоев внимательно осматривает объект, интересуясь сроками сдачи. Но и некоторые замечания к подрядчикам тоже есть. Срок, график, кто исполнитель, кто контролирующий. И еще напишите, где же люди ходили все время. В фокусе внимания комиссии и многоквартирные дома по улице Нурадилова, а точнее дворы, которые благоустраиваются. Такие изменения здесь начались с одобрения самих жильцов. Переменам, конечно, рады, но просят еще построить отдельное помещение, где можно будет проводить похороны или другие массовые мероприятия. Навес, вообще проблем нет. Мэр города, но осылды, французский навес. Обычный навес, дом колхобач. Из ваши дети, так. Определи место, ход навес, дик молодый. И все. Но только у программы, а это надо делать. Это внебюджетные инвесторов. Все просьбы будут рассмотрены, заверяет Багаудин Аздоев, ведь одно из главных условий проекта – инициатива граждан. Какие изменения коснутся их двора, решают только сами жильцы. Очень быстро будем принимать меры. Сделал замечание мэру, потому что нету информационной работы, и люди не знают, когда мы начинаем, когда мы закончим. Но дал срок до 18 числа, чтобы установили информационные баннеры. И обязательно будем делать по всем городам, где эта программа проходит, будем делать передачи по телевизору
по Ингушетии, чтобы наши жители с пониманием относились к той работе, которая сегодня происходит в нашем регионе. Партийный проект формирования комфортной городской среды запущен с учетом состояния дворовых территорий многоквартирных домов. Большая часть средств на благоустройство парков и дворов выделяется из федерального бюджета. Изначально, когда здесь это осуществлялся, задумывался этот проект, мы пригласили жителей этих домов. Насколько вы видите, 72-й, 77-й дом, 79-й дом. И идя навстречу их пожеланиям, сделать то, сделать. И был составлен, значит, проектно-техническая документация. И согласно их пожеланиям мы начали обустраивать эти дома. И вот сегодня вы уже видите, что сделано, многое сделано, сделано качественно. И люди довольны, насколько вам было известно. Ну и, естественно, мы отслеживаем каждый момент. Выделенные Малгобеку средства, а это около 60 миллионов рублей, пойдут на благоустройство 14 дворовых территорий и 3 мест общественного пользования. С помощью этой программы сегодня в городе удалось нам довести до ума все-таки много дворовых территорий, которые и общего пользования территорий. Сегодня я бы хотел сказать, что на территории Малгобека это одна из самых больших таких проектов, который прошел по всей республике по доступной среде. Это самая большая часть финансирования на Малгобек пришлась. Поэтому я бы хотел поблагодарить, во-первых, все руководство нашей республики и страны России, потому что это под эгидой «Единая Россия». Сегодня этот проект данный запущен и он внедряется. Проект единороссов направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха. Такая инициатива стала возможной из-за обращений жителей. Благодаря проекту до конца года жильцы многоквартирных домов республики смогут с удовольствием проводить свободное время в своих благоустроенных дворах. Светлана Томова, Адам Далаков. Новости 24. Торжественное открытие учебного центра подготовки кадров нефтегазового профиля состоялось на базе Политехнического колледжа на Сыркорте. Здесь будут проходить обучение по самым разным направлениям – разработки и добычи нефти, переработки, коммерции и логистики. Специальные тренажеры позволят изучить любой технологический процесс на практике. Репортаж Марины Муталиевой. Новый учебный центр подготовки кадров нефтегазового профиля – подарок студентам колледжа от Роснефти. Московским гостям продемонстрировали кабинеты, а также участки практических тренингов. Тамара Григорьевна, это кабинет добычи нефти и газа. Здесь, значит, у нас насчет тренажеров, эксплуатации глубинно-насосного фонда, также и фонтанного фонда скважин. В кабинетах созданы все условия для постоянного совершенствования навыков будущих нефтяников. Здесь проходит профессиональную подготовку и переподготовку. Направления для студентов разные. Это обучение в области разработки и добычи нефти, переработки, коммерции и логистики. Мы здесь проводим подготовку, теоретические навыки здесь приобретают операторы заправочных станций, значит, наше базовое предприятие и Ингушнефтепродукт. Учебный центр также оснащен тренажерами, позволяющими имитировать самые разные технологические ситуации. О детальном процессе добычи углеводородов теперь можно не только прочитать в учебнике, но и увидеть своими глазами и даже стать его участником. В этом тренажере имитация, полная имитация скважины, скважинного оборудования. И здесь на мониторах мы даже видим подземные процессы, которые происходят. То есть здесь отрабатываются навыки по капитальному ремонту скважин. Создаются нештатные ситуации, как аварийные также, и дается возможность исправить эту ситуацию. То, что в реальной жизни мы не можем себе позволить, здесь отрабатываются эти навыки. Теория и практика идут здесь рука об руку. Компьютеры на рабочих столах позволяют проконтролировать процесс добычи нефти. Решение ситуационных задач в этом кабинете становится увлекательнейшим процессом. Кстати, все оборудование представлено в реальном масштабе, так же, как бывает на буровой. Мы отрабатываем навыки практически. Помимо того, что мы даем теоретический комплекс знаний, отрабатываем практические навыки для того, чтобы наши студенты уже после завершения обучения, при поступлении на работу, могли уже профессионально работать на скважинах. Процесс обучения не только значительно облегчается как для самих студентов, так и для преподавателей, но и становится гораздо более качественным и профессиональным.
В этом большом помещении обустроен участок по добыче нефти и газа. Здесь представлены все виды эксплуатации месторождений и соответствующее оборудование. К примеру, это штанговая насосная установка, воссоздана по типу той, которая находится в Малгобекском месторождении. С ее помощью инженеры смогут отработать технические навыки работы. Благодаря такой практике специалисты смогут повысить свою квалификацию. Работу по оснащению политехнического колледжа компания «Роснефть» начала еще с 2011 года. Совершенствовался преподавательский состав. Ну а следующим этапом как раз стало строительство центра практических тренингов. Компания финансировала этот проект на протяжении с 2014 по 2017 год. И вот то, что мы сегодня увидели, учебно-тренинговый такой центр для подготовки рабочих кадров, он, конечно, очень сильно впечатляет. Здесь созданы участки практического тренинга для подготовки рабочих по добыче нефти, капитальному ремонту скважин, бурения. И очень приятно, что вот такой центр создан в Ингушетии. Он на самом деле очень высокого уровня, очень высокого класса. И мне очень приятно, что те люди, которые работают здесь, они со всей душой относятся к уровню подготовки кадров. Сделали очень много для того, чтобы вот этот центр, он на самом деле занял достойное место в системе образования Республики Ингушетия, да и вообще в целом в России. С 1 сентября все эти механизмы приведут в действие студенты и те, кто придет на курсы повышения квалификации. Ну а сырьевая экономика страны обеспечит будущих нефтяников рабочими местами. Марина Муталиева, Сурхо Кусиев, Новости 24. Глава Ингушетии провел совещание по вопросу организации проведения паломничества к исламским святыням. В этом году хадж-миссии России выделена квота для республики на 1400 мест. Квота полностью востребована. Заключен договор с авиакомпанией «Ютейр» на осуществление 2 чартерных рейсов из нашего аэропорта и компанией «Вим Авиа» на совершение еще 2 рейсов. Выбраны гостиницы, где будут проживать ингушские паломники в Мекке. Удаленность от мечети Аль-Харам не более 2000 метров. Глава Ингушетии напомнил, что необходимо заранее паломникам познакомиться с руководителями их групп. Также Юнусбек Евкуров поручил предусмотреть для жителей республики, выезжающих в хадж, все необходимые удобства. Магаз уже давно накрыла чугунная лихорадка. В столице по-прежнему пропадают канализационные люки. И, похоже, это вошло у вандалов в привычку. Местная власть борется с этой напастью, но за всеми, как видно, не уследишь. Подробности в репортаже Зелимхана Калоева. И снова открытые люки в магазе сети интернет – это проблема в который раз поднимается невезучими водителями, угодившими прямо в яму. Повезло, что и в этот раз обошлось лишь повреждением машины. Если бы ехал на высокой скорости, последствия могли оказаться куда хуже. Виновники всему вандалы, которые не упускают возможности стащить люк или же решетку с ливневых ям. Местные власти даже не успевают положить новый люк, как его тут же воруют. А вот один раз положил, заново воруются кем-то вот этими недоброжелателями. Воруются, и приходится все время, значит, заниматься этими решетками, но таких средств, все, чтобы это самое у нас тоже это не заложено, такие большие. Поэтому у меня большая просьба населению не делать этого. Были и случаи, когда в открытую яму проваливались животные. Теленка тогда с трудом удалось вытащить, хотя на его месте мог оказаться любой другой человек, особенно ребенок. Казалось бы, нарушителям есть над чем задуматься, но не тут-то было. Кража металлолома продолжается и по сей день. ويتصغر حقر موجود وصك ويتصغر حقر مبولي بيسن واخ سخوان واخ يبرد الدواخ تخرج بيرش تشيقش بيرا تشاق أباس المديس مشي نشتم بولي حلق بولي تحوالي مشينا تشاق ظلم ديش متجقس إيش تشمدي بيمخ تيش لوحمد Магомеду Кадзоеву эта проблема знакома давно, хотя в открытые ямы никогда не попадал, а вот некоторых его знакомых эта неудача не обошлась стороной. Одни закрывают, другие воруют. Замкнутый круг. А пока в городе еще не все ямы закрыты, горожанам стоит быть бдительнее, ведь в эту ловушку могут попасть и их дети. Ворованные крышки сдают в пункты приема металла. Стоимость одной составляет несколько сотен рублей. Пора бы задуматься, что человеческая жизнь намного ценнее денег. Зелимхан Калоев, Хаваш Гойков, Новости 24.
Аграрии и единороссы взялись за популяризацию сельхозпрофессий и развитие сел. В Барсуках прошла акция в рамках партийного проекта «Российское село». Он охватывает все регионы страны и призван содействовать реализации аграрной политики. Энтель Манкиева продолжит. Миллионы гектаров пахотной земли просто выпали из сельскохозяйственного оборота. Молодежь каждый год получает дипломы экономистов и юристов, бросают сельские поселения и устраивается на работу где-то в городах. Партийный проект «Село России» направлен на то, чтобы решить эту ситуацию и сделать так, чтобы возродить старую добрую культуру ведения сельского хозяйства. В рамках проекта в эти выходные на полях селения Барсуки пройдет масштабная ежегодная партийная акция. Аграрии покажут молодым ребятам своего рода мастер-класс, где будут обучать будущих коллег самым важным нюансам в их профессии. В рамках партийного проекта «Российское село» нас пригласили сюда получить знания в разных направлениях. Животноводство, пчеловодство, растениеводство, ремонт техники. Это очень полезный и хороший проект. Мы надеемся в конце получить знания и опыт и будем регулярно приезжать. Впрочем, как отмечает глава местной администрации, в регионе эта проблема не столь актуальна. Однако число заинтересованных среди молодежи связать жизнь с агрономией снижается прямо на глазах. А ведь Кавказ всегда отличался развитым сельским хозяйством и любовью к труду. Есть поставлены определенные цели, задачи этого проекта, есть план работы. И мы работаем по этому направлению. Значит, эти мероприятия в рамках проекта проводятся ежегодно и имеют различные направления. На сегодняшний день вот у нас идет направление обучающие тренинги и семинары. Подготовка к сельхозфестивалю идет полным ходом. Технику также подготавливают. Стоит отметить, что в фестивале примут участие не только парни, но и девушки. И самых храбрых из них научат доить коров. Труд создал человека, а человек посредством этого труда кормит самого себя. Такая вот бесконечная жизненная цепочка. Именно сельский труд растит хлеб, поэтому его позитивное продвижение в глазах молодых людей позволит вырастить новое поколение хороших агрономов. Индира Манкиева, Адам Долгиев, Новости 24. ВВП России во втором квартале этого года вырос до 2,5% в годовом выражении. Это рекордное значение с 2013 года. По мнению российских и международных экспертов, экономика находится на подъеме, несмотря на санкции и падение цен на нефть. Резкий рост ВВП оказался неожиданностью для экономистов. В первом квартале, по данным Росстата, он составлял всего 0,5% в годовом выражении. Банк России до конца этого полугодия прогнозировал рост экономики до 1,5%. Экономисты, опрошенные Bloomberg и Reuters, 1,7% и 1,3% соответственно. Ближе всех к правде оказались аналитики Внешэкономбанка и Минэкономразвития, которые давали самые оптимистичные прогнозы – 2,4 и 2,7. Среди причин, повлиявших на показатели, эксперты называют рост внутреннего потребления, темпов кредитования, промышленности, а также стабилизацию цен на нефть и ряд других факторов. Как считает главный экономист по России и СНГ Владимир Осаковский, рост ВВП во втором квартале вызван в первую очередь восстановлением внутреннего спроса. Предыдущие 2 года уровень потребления падал, но сейчас экономика постепенно выходит из рецессии. Тур «Экспресс Кавказ» позволил многим путешественникам, далеким от древних красот Ингушетии, составить свое мнение о крае башен и легенд. Предлагаемый маршрут охватывает все самые живописные места региона, начиная от средневекового башенного города Игикал и заканчивая равнинными достопримечательностями. Амина Бокова расскажет. Уже 3-й день автобус с туристами курсирует по регионам Северного Кавказа, но на усталость жаловаться никто и не думает. Первая остановка в Ингушетии – башенный комплекс Эрзи. Для Исмагил-Гузель это уже 6-й автобусный тур «Экспресс Кавказ». С первого раза она влюбилась в Кавказские горы, и каждый раз ее тянет обратно. Каждый регион, участник тура, уникален по-своему, признается Гузель, однако ингушские горы ни с чем не сравнить. Именно вот высокогорная Ингушетия, ради этого, честно, я выбираю эти туры. Первый раз поехала, я была удивлена, но не увидела, потому что шел ливень. Потом мне ваш президент обещал, что Ингушетия – это солнечная республика, чтобы заново приехал. Второй раз мне повезло больше. Теперь я не упускаю случая вернуться сюда, хотя бы прогуляться по горам. Жаль, конечно, у нас всего 1 день в рамках именно Великого шелкового путя в Ингушетии. Хотелось бы больше.
А вот Людмила Данилова в Ингушетии впервые. С тех пор, как бабушка вышла на пенсию, все свободное время она проводит путешествуя по миру. В свои 80 лет она успела побывать в Индии, Африке, Японии и в странах Европы. По России Людмила путешествует не так часто, но «Экспресс Кавказ» сразу привлек внимание женщины. Людмила давно хотела полюбоваться Кавказскими горами и познакомиться с традициями и обычаями народов, проживающих здесь. Восхождение к башенным комплексам Людмила решила пропустить, боится не осилит. Впрочем, это даже к лучшему, ведь на равнине Людмила смогла познакомиться с местными жителями и лично оценить ингушское гостеприимство. С удовольствием потратила эти часы. Я поднялась наверх, походила, посмотрела, побеседовала. Пригласили в гости, я даже сказала, где его домик. Я говорю, ну спасибо, только мы уезжаем. Так что подтверждается кавказское доброжелательство и гостеприимство. Тур «Экспресс Кавказа» был запущен в 2015 году. Его маршрут частично повторяет фрагмент путешествия «Чайный экспресс». Это все те же республики Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, Северная Осетия и Ингушетия. Мы уже были в Минводах, Пятигорск, Кисловодск, Осетия Северная. Вот первый раз, конечно, я попала в такую красоту. Мне очень здесь нравится. Это просто непередаваемые ощущения от Ингушетии, от гор. Я вообще обожаю Кавказ, я обожаю горы. Но мне очень все нравится. Очень гостеприимные люди. Я в шоке от того, что как можно было здесь, в такой гористой местности, построить такие возвышенности, такие башни. Это вообще умопомрачительно просто на самом деле. Следующая точка в увлекательном туре по Джарахскому району – средневековый башенный комплекс Игикал. Редчайшие памятники старины, уникальные жилые сторожевые башни, замковые комплексы, святилища и склепы на фоне неповторимых природных ландшафтов. Пока одни туристы не могут отвести взгляд от ингушских башен, Оксана Эксем внимательно изучает флору горной местности. Она уже много лет увлекается цветами. Путешественница уже побывала в Австралии и многих странах Европы и везде фотографировала цветы. Весь Инстаграм у меня в цветочках все время. Вот здесь цветы, конечно, интересные. Если ромашки, то вот такие. Вот я там фотографировала гвоздики. У меня девочка, она из Владикавказа знакомая. Она мне у нее на даче посадила у себя. Она в Москве тоже живет. Посадила у себя в Владикавказске вот эти ваши гвоздики красивые. Я у нее тоже выдрала, у себя посадила у подъезда. Так что у меня там теперь уголок Владикавказа. Так там еще живет у меня ваша живучка. Аюга она, да, называется, под окном. В течение дня туристов ждет посещение достопримечательностей и равнины Ингушетии. А уже завтра они продолжат 7-дневное путешествие по Кавказу. Впереди республики Чечня и Дагестан. Амина Бокова, Адам Кадзоев, Новости 24. Новая столичная школа на 1500 мест готовится к официальному открытию и подбирает квалифицированные маленькие кадры. Занятия для подготовишек уже начались, сейчас осваивают правописание и в познавательных целях смотрят сказку «Гуси-лебеди». Каждый день у почти первоклассников по 2 урока. На них побывала Залина Магушкова. Видишь, как аккуратно? Вот такие широкие делать нельзя. Так, теперь вот это. Как правильно держать ручку, под каким наклоном должна лежать тетрадь, этому в первую очередь учат на подготовительных уроках первоклашек. Важная составляющая этих занятий также школьный этикет и дисциплина. Ребята теперь знают, что нужно вставать с мест и приветствовать старших, а также соблюдать тишину во время урока. Не привыкшим к такой усидчивости и постоянной сосредоточенности внимания детям учитель проводит разгрузочные физические переменки. Свой первый урок класс начинает со сказки «Гуси-лебеди». Гуси унесли. Мальчика, молодцы. Дальше. Спасла она братика. Каким образом она спасла? Где этот мальчик был? Кто скажет? Мальчик. Новой школе на 1500 мест еще предстоит официальное открытие. Однако первые уроки здесь начались с этой недели. В школу уже зачислено около 160 первоклассников, но окончательный список составит 5 сентября. Планируется, что первых классов здесь будет 8, в каждом по 25 учащихся. Несколько классов уже полностью сформированы и втянулись в учебный процесс. Преподаватели отмечают, практика подготовительных уроков для первоклашек лучше всего позволяет постепенно привыкнуть к новым школьным заботам. Они должны быть знакомы не только с учителем, но и между собой. У нас идет именно знакомство, мы развиваем речь. Они должны уже быть готовы к тому, чтобы написать буквы. Все элементы мы проходим. Также мы по математике мы фигуры вспоминаем. Очень много интересного дети узнают.
новые сказки вспоминаем. На подготовительных уроках с детей дресс-кода не требуют, но Мухаммед Костоев предпочитает всему новенький школьный костюм с галстуком. Мальчик решил полностью погрузиться в учебный процесс, ведь пока он может похвастаться знанием только нескольких букв алфавита. А, У, М, С. Уровень подготовки у детей разный. Кто-то знает весь алфавит или может досчитать до определенного числа, как, например, София Албакова. 8, 9, 10, 11, 12, 13. До 39. Учимся писать. Палочки обводим. Сегодня мы еще будем закрашивать закрашки. Еще одна из задач подготовительных занятий до начала учебного года – определить знания каждого из учащихся в классе и максимально довести до общего уровня. Впрочем, в этом классе всем готов дать фору Адам Албаков. Он, в отличие от своих одноклассников, уже читает по слогам. Цветные. А дальше? Карандаши. Уже с начала учебного года школьников ждет насыщенная программа. Первоклассники смогут позавтракать перед началом уроков, а после них и пообедать. Во второй половине дня дети будут заняты внеурочной деятельностью. Они могут здесь же выполнить домашнее задание, позаниматься с учителем дополнительно, а также посетить кружки по предпочтениям. Со следующей недели мы планируем провести классные родительские собрания 2, 3, 4 классов, тоже с целью адаптации, чтобы они посмотрели школу, чтобы они уже знали, какой учитель у них будет на 1 сентября, в какой кабинет они будут заходить. Преподавательский состав настоятельно рекомендует родителям приводить своих детей на подготовительные уроки, ведь это в их же интересах. Кроме того, директор Центра образования каждый день готов провести экскурсию по школе для своих будущих учеников и их родителей. Залина Магушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24. Жесткая дисциплина и постоянные тренировки. Так готовятся к очередному турниру «Битва в горах». Файтеры проходят сборы на базе отдыха в селении Мужичи, где боевому настрою способствует свежий воздух горно-лесистой местности. Проявить себя на соревнованиях намерены бойцы клуба «Кушт». Встретился с ними Тамерлан Хамхоев. Илес Барахоев в клуб «Кушт» пришел недавно, но в вольной борьбе он уже не новичок. За свою спортивную карьеру Илес успел поучаствовать в различных республиканских соревнованиях и далеко за ее пределами. Уже 18 августа Илесу снова предстоит доказать, что его не зря считают одним из самых перспективных борцов среди юниоров. Я думаю, что я готов на все 100%, так как до этого сбора проходил, тренировался у меня дома, себя, в спортивном клубе «Кушт» и под руководством своего тренера Межева Хусена. Подготовка прошла очень хорошо. Сейчас сделаю старт один в Чечне. Перед СКФО должно быть 7 сентября по юношам в Избербаше. Спортсмены клуба «Кушт» уже громко заявили о себе на спортивной арене не только Ингушетии, но и всей России. Но чтобы поддерживать форму, нужно готовиться в самых лучших условиях. Трехнедельные сборы в Мужичи – идеальный вариант для подготовки к очередным соревнованиям. Чтобы побыстрее набрать кондиции к новому сезону, тренировки проводятся среди сильнейших. Тут главное избежать травм. Приемы и броски тщательно отрабатывают 18 сильнейших борцов. На чистом горном воздухе лучше всего вырабатывается выносливость, отмечают тренеры. У нас получилось выехать сюда, в Мужичах. Мы проводим учебно-тренировочный сбор, подготовка юношей к первенству СКФО и взрослые готовятся к турниру. У нас будет турнир 14-17 в Минске, международный турнир Александра Медведя. Наравне с одноклубниками готовится к старту нового сезона и Илес Гагиев. Работа над выносливостью в борьбе – основная составляющая его личного успеха. Этому компоненту в процессе подготовки уделяют самое пристальное внимание тренеры и сами спортсмены. По сбору первую неделю, потом вторую неделю ковровые. По сбору физик подготовить ждет после Мархадж, после этой России, Саля, сбор набрать ждет обратно
физически набрать еще. Среди борцов вольного стиля здесь также и бойцы ММА. К примеру, Моусер Боков, совсем недавно проведший один за другим триумфальные поединки, также работает над формой. Моусер, в свою очередь, готовится к предстоящему чемпионату мира по боевому самбо, где также решительно настроен одержать очередную уверенную победу. Как и в любых видах, смешанных видах, борьба это идет на первом месте, потому что там в основном побеждает тот, кто сильнее в партере. Состояние у меня хорошее. Тут проходит, я как говорил, сбор основной, силовой сбор. Очень хорошие тренера с нами приехали. Мельница, бедро и кочерга. Самым базовым приемом начинающих борцов секции вольной борьбы учат с первых же занятий. А благодаря жесткой дисциплине и постоянным тренировкам эти приемы каждый борец выполняет на автоматизме. Даже во время тренировочного процесса броски очень эффектные. До завершения сборов почти 3 недели. Все это время борцы используют по максимуму, чтобы подойти к новому сезону заряженными на спортивный успех. Тамерлан Хумхоев, Исмаил Гатагажев, Новости 24. В субботу, 19 августа в 14:00 на базе отдыха в селении Мужичи пройдет традиционная встреча главы региона с молодежью. Тема обсуждения – общественно-политическая и экономическая ситуация в республике. Принять участие во встрече может каждый желающий. Регистрацию необходимо пройти до 10 часов 30 минут. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.